7 лет ожидания. Долгострой по улице Каландрашвили в Якутске знает практически каждый, застройщиком которого являлся Михаил Мерикянов, Северная строительная компания. 7 лет тому назад его компания заключила 39 договоров долевого участия с 48 гражданами на общую сумму 88 миллионов 800 тысяч рублей. Но свои обязательства перед покупателями застройщик так и не выполнил. Анастасия вместе с супругом тогда стали одним из первых покупателей квартиры в этом доме. Они не думали, что данная покупка затянется на долгие 7 лет. Северная строительная компания предлагала квартиру в этом доме по доступной цене на тот момент. Но мы в ноябре 2014 года вступили в долевое строительство рассрочкой. До 2015 платили. Все вовремя, примерно год платили, да. И когда началось, мы уже поняли, что процесс вообще никакой не идет, мы решили, у нас задолженность осталась 136 тысяч, и уже дело шло к банкротству. Далее 2 года жильцы судились с застройщиком и бились за право, чтобы их признали обманутыми дольщиками. И вот в 2016 году компания-застройщик ООО «Северная строительная компания» во главе с директором Михаилом Мерикяновым обанкротилась. Дольщики продолжительное время вынуждены были платить ипотечные средства практически за воздух. Первоначальный объект в эксплуатации был запланирован на 4-й квартал 2015 года. В 2014 и 2015 годах бывший застройщик, банкрот Северная строительная компания, заключил 39 договоров с 48 гражданами на общую сумму 88,8 миллиона рублей. 16 мая 2019 года с согласием Минстроя России в рамках дела процедуры о банкротстве была проведена замена застройщика на акционерное общество «Якутпромстрой». Объект нам предложил в то время работавший министром Моргунов Павел Анатольевич, предложил рассмотреть данный объект с переходом к застройщику по законодательству о банкротстве с предоставлением компенсационного участка. На то время у нас был на примете участок, и мы решили для себя, что это не будет в убыток, потому что все-таки акционерное общество – коммерческая структура, и взялись за оформление. Как потом выяснилось, нерадивый застройщик «Северная строительная компания» при возведении этого дома внес лишь 44 миллиона рублей, когда, как было уже привлечено, 150 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – это люди, у которых оказались еще и фальшивые страховые полисы, и они не смогли обратиться в страховую компанию, а часть дольщиков получили возмещение через страховые компании. 37 дольщиков на сумму 88 миллионов перешло к нам. Предстояла большая работа с документацией. Помимо этого еще работа с подрядчиками. Оказалось, что Северная строительная компания не только обанкротилась сама, но и не заплатила субподрядным организациям. И только благодаря поддержке региональных властей удалось закрыть все проблемные зоны. Проблема была по объекту в том, что недостаточно было исполнительной документации, так как предыдущий застройщик противодействовал и в полном объеме документацию не передал. Были неоплаченные работы у субподрядных организаций, которые на сегодняшний день геопроект, они до сих пор остались от предыдущего застройщика неоплаченными, и при этом уже мы им оплачиваем за то, что восстанавливаем систему охлаждения грунтов. По плану многолетнее строительство должно было завершиться в следующем году. Однако, благодаря упорной и кропотливой работе строителей, объект будет сдан уже в декабре. Необходимо отметить, что очень активными темпами подрядчик осуществлял строительство с опережением графика производства работ, региональным планом, графиком дорожной карты был намечен срок ввода 4-й квартал 2021 года, при том, что разрешение на строительство застройщик имеет до 31 декабря 2022 года. То есть раньше срока, да? Да, объект вводится раньше срока.
Сейчас новый застройщик готовится проходить государственную приемку. Отметим, когда объект был передан Якутпромстрою, его строительная готовность составляла всего лишь 8%. На сегодняшний день мы объект предъявили к госприемке. Вот управление Госстройнадзора начало эту работу. Сейчас ведется работа по осмотру объекта, проверяется тепловизором, значит, стены, нет ли промерзаний, нет ли каких-то дефектов в наружных ограждениях. И ведется документальная проверка. На сегодняшний день практически все запущено, принято, подписаны акты, это по тепло-водоснабжению. Значит, остался у нас последний документ получить, это проверка работы системы пожаротушения. На днях прокуратура региона провела осмотр данного объекта на предмет готовности. Сегодня совместно с гражданами проводим осмотр дома номер 38 по улице Каландрашвили. Участвуют иные заинтересованные ведомства. В принципе, строительные работы выполнены, ведется окончательная приемка. И в ближайшее время люди получат ключи от долгожданных квартир. Этот пример показывает, что конструктивный диалог бизнеса и органов государственной власти приводит к конкретному разрешению проблем граждан. Кроме того, отмечу, что ранее по факту злоупотреблений правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение по которому нами утверждено и в настоящее время направлено для рассмотрения в Якутский городской суд. В 2021 году ожидается разрешение проблем еще по 4 объектам в целом, то есть по 2 это у нас предоставление компенсаций, 2 объекта планируется ввести в эксплуатацию. Основная задача сейчас при межведомственном взаимодействии окончательно разрешить проблемы по 6 еще объектам и самое главное не допустить образования новых проблемных объектов. Государственная приемка завершится в начале декабря. Далее долгожданный долгострой примет своих первых жильцов. И вот спустя целых 7 лет новоселы наконец-то встретят Новый год в новых квартирах. Между тем, власти региона продолжают работу с обманутыми дольщиками. На сегодняшний момент в едином реестре проблемных объектов у нас числится всего 10 проблемных объектов, 9 застройщиков, из них 8 многоквартирных жилых домов и 2 объекта нежилого назначения. Всего у нас заключено по этим проблемным объектам 552 договора долевого участия. Получается, в том числе у нас в едином реестре проблемных объектов числится объект Якутпромстрой. Ранее этот объект был передан по решению арбитражного суда по согласованию с Минстроем России. На сегодняшний момент идет у нас итоговая проверка Госстройнадзора. После получения заключения Госстройнадзора застройщик имеет право обратиться в окружную администрацию за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, по 39 договорам долевого участия права будут восстановлены. Это у нас 48 граждан. В целом, задача министерства до 2024 года полностью закрыть вопрос со всеми обманутыми дольщиками в регионе.